Добрый день, дорогие подписчики, друзья нашего интерактивного исторического парка «Россия. Моя история». Наша лекция посвящена важнейшему наследию древнерусской культуры – иконописи. Икона является одним из типов станковой живописи, в отличие от фрески или мозаики, которые украшают храмы и являются частью архитектурного декора. После крещения Руси в X веке православные византийские монахи привезли в Киев и в Новгород множество икон. Затем на Руси стали появляться свои иконописцы. Древнейшая иконопись была близка византийской и стала изучаться в первой четверти XX века. Самые древние, дошедшие до нашего времени имена иконописцев – это Олимпий, Алексей и Георгий. Наиболее известные иконы XII-XIII веков – это Богоматерь Великая Панагия, написанная в XII веке Олимпием Печерским, и Ангел Золотые волосы из Великого Новгорода XII – начала XIII веков. Наиболее почитаемой иконой на Руси была Богоматерь Владимирская, вывезенная из Византии. Она была написана в XII веке и сегодня находится в храме Третьяковской галереи. В 1132 году икона была вывезена в Киев. В 1152 году князь Андрей Боголюбский увез икону во Владимир. В 1395 году икона была перевезена в Москву как заступница. Весь народ объединился в общей молитве, и среднеазиатский полководец Тамерлан отступил от Москвы. Иконы писались на доске, обычно липовой, иногда кипарисовой, особыми красками темперой. То есть это была краска из сухих порошковых пигментов, которые связывались с желтком. Доску было необходимо подготовить, высушить, а затем покрыть паволокой. Это особая ткань, которая обеспечивала сцепление с грунтом. Затем происходила грунтовка, покрытие левкасом, то есть грунтом из мела, алебастра и клея. Для сохранности уже написанную икону покрывали олифой. Со временем олифа чернеет, поэтому многие иконы до реставрации выглядят как черные доски. В православной иконописной традиции считается, что икона проявляется чудесным образом. Поэтому иконописец готовил свою душу. Он долго постился, затворничал, брал обет молчания и молился. Вместе с ним молился и монастырь, в котором он жил. Только очистив душу, он приступал к работе. Иконография образов Богородицы особо разнообразна. Иконография – это тип изображения какого-либо святого или сюжетной сцены. Умиление Богоматерь и младенец Христос в умилении Елеуса касаются щеками. Адигитрия. Младенец Христос, сидя на руках у матери, осеняет мир двумя перстами. Аранта. Богоматерь, заступница за род человеческий перед Богом. Она изображается с поднятыми вверх руками. У древних славян в дохристианское время существовал образ богини-берегини, и затем он перешел в традицию православной иконографии. Троеручница – это образ Богоматери, связанный с чудом спасения утопающего в реке ребенка. Существовали иконы, украшенные тканью, металлическим кружевом, мозаичные, резанные из камней, кости и дерева. Иногда иконы изображались на посуде или одежде. Скульптура в Древней Руси не приветствовалась, так как ассоциировалась с идолопоклонством. Иконописная традиция достигает своего наивысшего расцвета на Руси в XIV-XVI веках. Имена иконописцев того времени – Феофана Грека, Андрея Рублева, Даниила Черного, Прохора с Городска, Дионисия, его талантливого сына Феодосия – национальная гордость нашей страны. Феофан Грек жил в XIV веке, он родился в Византии. Новгородцы пригласили его работать на Русь. В Новгороде сохранились его фрески в церкви Спаса на Илине улицы. Из Новгорода в Москву художник приехал в конце XIV века. Жители Москвы приходили любоваться искусством Феофана и разговаривать с мастером. Вместе с Андреем Рублевым он выполнял почетный заказ по украшению фресками и иконами Благовещенского собора домовой церкви русских царей. Некоторые иконы сохранились, а стенные росписи нет. Похоже, что именно Феофану Греку принадлежит идея создания пятиярусного иконостаса, то есть высокой алтарной преграды с иконами. Алтарная преграда скрывала алтарь, главную сакральную часть храма. В XV веке пятиярусный иконостас устанавливается в каждом православном храме. И вот то, что касается рядов иконостаса. Значит, первый ряд верхний – это праотеческий ряд. Второй ряд – пророческий. Третий ряд – праздничный. 12 маленьких квадратных икон на нем изображены, и они посвящены основным христианским праздникам – Рождеству, Сретению и Вознесению. Четвертый ряд – диисусный, то есть диисус – это моление.
Богоматерь и апостолы на них молят перед Христом за все человечество. Итак, вот то, что касается пятого ряда, значит, пятый ряд – это местный ряд. Вторая икона справа от царских врат, на ней изображается святой, которому посвящен храм. Итак, вот сейчас мы переходим с вами к имени Андрея Рублева. Он был простым монахом, чернецом, о жизни выдающегося иконописца известно мало. По летописным данным были восстановлены места, в которых работал Андрей Рублев. Вместе с Феофаном Греком в 1405 году он украшал Благовещенский собор Кремля. Сохранилась часть икон праздничного ряда работы Рублева. В 1408 году он украсил росписями столпу Успенского собора. В этом храме сохранилось несколько икон, которые отражают рублевский тип ликов святых. В Звенигороде сохранились 3 из 7 икон Иисусного ряда, написанных в 1408-1422 годах. Они вошли в историю как иконы Звенигородского чина. В 20-х годах 15 века Рублев создает икону Троицы для иконостаса Троицкого собора в память о Сергии Радонежском. Игумен Никон, преемник и ученик Сергия Радонежского, заказал икону в память наставника. Троица была найдена и отреставрирована уже в советское время. В прекрасных красках и образах ангелов Рублев выразил идею общечеловеческих ценностей – мира, тишины, душевной чистоты, единства, братства и любви. Андрей Рублев взывает к высоким идеалам в сложные годы княжеских расприй XV века. Иконописец похоронен в московском Андрониковом монастыре, там, где он провел последние годы своей жизни. Икона Троицы находится в храме Третьяковской галереи, ее копия в Андрониковом монастыре, там расположен музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Также в веках у нас прославилось имя иконописца Дионисия. Он не был монахом, родился в знатной семье, биографических данных о нем мало. Скорее всего, он был любимым художником государя Ивана III, возглавлял большие артели живописцев. Ему доверялись наиболее важные заказы. Во время своей работы Дионисий жил в монастырях, где не старался соблюдать монастырский устав. В начале XVI века вместе со своими сыновьями Феодосием и Владимиром выполнил иконостас и росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря под Вологдой. Это один из самых совершенных ансамблей того времени. Именно люди верили, что Богоматерь – высокая покровительница Руси, поэтому она почиталась православными. Для стиля Дионисия характерный праздничный светлый колорит, тонкий рисунок, изящно вытянутые фигуры. Росписи выполнены в технике фрески и темперы. Краски замешаны на местных каменьях, травах, найденных по берегам рек и озер. И также используется привозная краска голубец. Имя Дионисия считают последним взлетом древнерусской живописи. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, то есть это виднейший культуролог, советский и российский, характеризует 15-16 века как возрождение в русском искусстве. Стоглавый собор 1551 года ввел каноны для изобразительного искусства. Образцом для архитектуры стал Успенский собор в Москве, а в живописи творение Андрея Рублева. Более поздние иконописцы работали в рамках канона и продолжали создавать живописные шедевры. В XVII веке начинается христианизация Якутии, и, конечно же, иконописная традиция, она тоже укрепляется в нашей республике. Стоит отметить имя Мытайкы, это видный иконописец родом из Чурапчи, а также, конечно же, Димитриан Попов. То есть помимо своей пасторской службы он также писал иконы и очень повлиял на развитие живописи уже академической на территории нашей республики, так как его внук Иван Васильевич Попов становится первым профессиональным живописцем Якутии. И, конечно же, Иван Васильевич Попов, он не только на развитие живописи повлиял, но вообще вот на все культурное развитие. Таким образом, косвенно иконописная традиция тоже повлияла на это. Дорогие подписчики, дорогие друзья исторического парка, мы рады, что в это сложное время вы остаетесь с нами. И, конечно же, до новых встреч.